Всем доброго утра. Начинается второй день рыбалки, вернее он уже вовсю идет. Время 7 часов утра. Все еще дрыхнем. Вот такое вот расположение. Мы тут в благоустроенной практически квартире. Вон Костян дрыхнет. Я тоже пока еще валяюсь. Воевал с комарами. Вон спирали. Спираль, правда, термоядерная. Жгу, купаюсь, опять полный рой комаров. Смотрю, у меня палатка двухслойная. Они, видать, под полами зашли между вторым слоем, а это был первый слой открыт. Закрыл, поджег, разогнал. Просыпаюсь. Смотрю, они в отверстие для трубы, которые там лезут, между двумя слоями пролезли. В общем, разогнал, поджег, уснул. Тут начал народ просыпаться. Андрюха разбудил. В общем, толком так и не поспал. Где-то легли вчера в половине первого, наверное, уже ближе к часу. Сейчас вот 7 утра. Общей сложностью, может быть, удалось поспать часа полтора. Не. Ну, некоторые поспали немножко. Славка вот в соседней палатке еще дрыхнет. Андрюха что-то ходил. В общем, потихоньку просыпаемся. Потихонечку просыпаемся. На улице моросит дождь. Так что не знаю, какой будет сегодня день. Под дождь, естественно, выходить не будем. Мы что, не мазохисты, чтобы... Все-таки мы приехали не за рыбой, а на рыбалку. Вчера культурненько так отдохнули. Посидели. Поели, попили, попели. Нормально так все. Отдохнуть тоже надо. Не всегда же работать. Ой, ребята мне приехали, я бы, наверное, сегодня что делал? Что-нибудь нашел бы, чем заняться. Хотя основную работу я все сделал. То, что планировал сделать после продольников. Вот. Так что сегодня все дальше по плану. Встаем, завтрак, рыбалка, чистка рыбы. И завтра у меня уже рабочий день. Что поймаем рыбу, надо будет отвезти в ледник, чтобы не испортилось. Пока солнца не было, вчерашний улов. Пока солнца нет, как бы нормально. Выйдет солнышко. Ну и даже если не выйдет, все равно отвезем в ручей. Там немножко попрохладнее. Как-то вот так вот балдеем в палатке. Живем на берегу реки. Все здорово. Еще немножко поваляемся и дождичек пройдет. Встаем. Так, ну что, вот и все проснулись. Каждый занимается своим делом. Готовит мясо. Все, да, влезло? Оба пакета? А? Без куры? Куру сейчас попозже брошу. В общем, опять у нас мясные блюда. Опять шашлык-машлык. Чтобы не испортилось, потому что холодильника нет, морозильника нет. На улице посвежело, солнце спряталось, тучи, ветер. И самое интересное, это подъем воды. Вода прибыла с вчерашнего дня, сантиметра на 2 отмечал. Вот. Андрюха там чистит рыбу. С утра, пока мы спали, он уже успел прокатиться, покидал спиннинг, поймал яськов, щучку одну, 5 язей, щуку или 6 язей. В общем, рыбалка продолжается. Я так думаю, он отнес ведро. Ведро будет практически полное. Одно ведро уже есть. Нам еще сколько? Раз, два, три, на четверо. Еще 3 ведра поймать и нормально. Что мы сейчас и будем делать? Выйдем с Костей на Печору и посмотрим. Если дождя не будет, может быть, нам повезет. Ой, чайки кружат, халявщики. Ну а потом уже плотненько пообедаем. Слегонца так немножко перекусили чайковского. Чай с ватрушками был, с салатиком. Легкий, так сказать, обед. Вот с такими вот вкусными ватрушечками от Валентины Васильевны. Вот. Как-то вот так. Ну что, погнали?
О, не успели отъехать уже. Чайки тут как тут. Ждали, ждали. Они сейчас еще с ведра рыбу поедят, блин. А что-то я смотрю, они тоже выборочно кишки едят. Не все подчистую подобрали, да? Ну что, погнали? Так, ну что, поехали. Что нам скажет сегодняшний день? Что есть? Трава? Сегодня южный ветер нас быстро будет сносить. Южный ветер, он не зря прилетал. Была поклевка. Ну что я вам скажу, проплыли метров 200, наверное, уже. 250, может быть, даже больше 200 ведер. Ведер, говорю, больше 200 метров. Очень вялые поклевки. Рыба бьет, но не засекается. Чем мы там поймали? 3 окуня. Один. Так себе двое. И вот 4. Один же здесь еще упал сюда. Да, вот он. Вот он. 4 окуня. И был сход одной щуки. Что-то слабовато. Вечером вчера брало лучше, да? Да, вчера вечером хорошо было. Набежали тучи, начал накрапывать дождичек. Пора, наверное, валить или подождем, пока польет. Где-то у меня там плащ был, а ты без плаща, да? Да, я что-то плащ ставил там. А я жилет там оставил. Я жилет там оставил. Да хрен его знает, может. Всякое может быть. Резинку поставить, наверное, та будет работать, я так думаю. Но его утяжелять чебурашкой надо, она поверху идет. Что-то тяжеленькое надо вешать. Рыба на дне, наверное, хотя видит же ведь. И что-то ясь, да, днем не берет, я заметил. Вечером есть поклевки? Есть, да? Не могу понять. Трава. Трава? Оп, у меня была поклевка. Видишь, он тюк и все, бросает. Он не активный, да. Он еле-еле догоняет, видать, его цапает и все. Так что утренний клев не очень. Или то, что вода. Кстати, вода прибыла на 2 сантиметра, я говорил уже. Может, даже уже и больше. Идет подъем воды. При подъеме воды клев обычно хуже. Ну, вчера половили же. Он же вчера тоже... Опа, есть. Есть щука. Щука. А у нас очка нету. Вот она. Вот она, да. С килограммчик где-то. Так. А? Еле-еле держится. Что, будем пробовать? Вот сачок бы был, она была бы наша. Она и так наша. Она и так красотка наша. Ага, снизу забагрилась. Снизу, вон, видишь? Вот, Янцкада. Вот так вот. Видишь, она не активная, крутила возле белесны и все-таки снизу забагрилась. Повезло Янцкада. Вот так вот потихоньку приходится. Главное, кинул, на шлепок сразу она кинулась.
Потом раз крутанулась, два крутанулась, и все-таки она забагрилась. Она не хапнула ее, а так крутилась рядом и зацепилась об блесну. Пошел дождь. Походу пора валить, наверное. Да ладно, успокойся, все, поздняк метаться. Поздно бить боржоми. Пошел дождичек. И как мы видим, я опять в парке, только парка казаку на Печоре подмога, только парка рыбаку. На Печоре родня, как поется в коме народной песни. С помощью парки нам этот дождь нипочем. Вон, я в Броднях, в парке. Сейчас еще одену капюшон. И все, могу рыбачить, рыбалить под дождем. Андрюха упрямится, не одевает куртку. Говорит, у меня тоже парка своя, непромокаемая горка. Ну что, покидаем еще где-то с полчасика, наверное. Да-да, нет. Вот немножко. Начало есть. Продолжение будет. Костян пошел на дальний кордон. Да, ставить ловушки, ставить мины. В общем, рыбалка немножко обломалась. Сначала дождь, потом живот. Видать, мясо было вчера очень вкусное. А сегодня будет еще вкуснее. Вон тут ребята тоже даром времени не теряли. У нас опять шашлычок, полная сковородка. И чтобы мясо не устало, вот такой вот куриный бульончик варится. Уже радует, уже ничего. А колбаса, и что там еще осталось? Колбаса, яйца, это не испортится. Это уже и вакуумные упаковки уже не испортится. Это как бы можно будет потом прожарить и нормально. Тем более солнца нету, стало прохладнее, свежо. Так что завтракаем. И пойдем дальше пробовать. Но что-то не так, как вечером. Не, ветер-то бог с ним. Ветер южный, очень быстро сносит. Я вот по течению кидаю, и то блесна остается, не успевает. Надо утяжелять, что-то подумать. Или тяжелее приманку. Вот тимушборские ребята тоже там что-то остановились, тоже начали кидать. Видишь, они тоже места знают. Здесь же не начали, раз туда. Так что привет тимушборским ребятам. Подъезжают. Привет блогерам! Привет тимушборским ребятам! Все. Завтракаем и валим тоже на рыбалку. В конце концов, можно и порыбачить. Мы же не только на рыбалку, но и рыбачить тоже приехали. Кормить будешь, Санька? Мясо сейчас подогреем. А, еще и да, можно и так холодненьким, наверное. Гарнир будем что-то делать, нет? Или нафиг? Я знаю, что поел. Что? Яйца сырые. Сырые. Ну, вообще с хлебушком хорошо. А, ну попробуй. Домашний. Ну, Сделать? просто в тепле думаешь, не может. Не, я вот только стакан. Не устали, ничего, нормально? Не. С хлебушком сделал стаканчик. Попробуй гоголь-моголь. Не. Ну вот, друзья, остался я в гордом одиночестве. У Костяна что-то приболел живот, прихватило, видать, шашлыки не пошли. Андрюха чистит рыбу. Славян там что-то готовит. В общем, Славик за шеф-поваром у нас. А мне досталась работа вот такая. У нас почти полное ведро рыбы вот. И вышло солнышко. Потеплело, тучи разошлись. В общем, везу рыбу в ручей, чтобы она не испортилась. Закопаю и попробую немножко покидать. Что-то место Костику не пошло. Бедолага мучается. Попил таблеток, не знаю. Если, дай бог, чтобы прошло к вечеру. Если к вечеру не пройдет, придется ехать домой. Может, траванулся чем-то, не знаю. Вроде остальные все нормально, один Костян что-то. В общем, все, выгружаем рыбу в ручей и будем пробовать половить. Так, давайте, друзья, еще раз посмотрим проходимость нашей лодки. Вот. Задеваем об дно. Лыжа поднимается, потому что задеваем дно лодкой.
глубина сантиметров 20, а мы едем. Вот, все, встали. Мы встали. Встали на днище. А мотор не задевает. Вот для чего была придумана эта лодка нашими предками, чтобы ездить вот по таким малым рекам. Если сели на дно, значит можно перешагнуть сюда, на более глубокое место. Дно корма немножко приподнимается. Все. Все, и мы опять едем дальше. Вот основное преимущество этой лодки. Какой нет ни у какой другой. Водомету и то нужна вода. А этой лодке нужно только направление. Вон, поднимаемся по малой речке. Вообще без глубины. Как-то вот так вот. Малая речка. Вон камни. Лыжа задевает, а мы едем. Я надеюсь, друзья, вы теперь поняли, по какой причине я покупал именно эту лодку, а не другую. Но вот здесь мы, наверное, точно не проедем, потому что вон лодка села на мель. Все. Даже по такой мели, вот где вот лодка даже вот вообще не может ехать, за счет лыжи мотор безопасности хватает буквально 10-15 сантиметров воды. Вон, потихонечку. Все. Ладно, не будем издеваться. В принципе, мы приехали. Вон. Вот здесь мы спрячем нашу рыбу. Холодный ручей. Выкопаем ямку. Вот, прошлогодняя ямка немного осталась. Просто мы с берега шли. А при желании, если нет завалов, можно подняться даже по такой речке. Где-то немного перетащить. Главное, чтобы была вода сантиметров 10-15. Теперь, я думаю, я наглядно всем объяснил, что такое лодка-уралка. Да, она весит больше 100 килограммов. Да, она 7,5 метров. Но на ней можно перевести полтонны груза. И она поедет там, где не проедет ни одна другая лодка. Как-то вот так. Все, достаю лопату, выкапываю яму, кидаем ведро и будем пробовать рыбачить. Итак, друзья, буквально пару кадров, как я делаю холодильник в полевых условиях. Может, кому-то пригодится. В общем, если есть такая лесная река, которая достаточно холодная, чтобы ей нагреться, надо чтобы стояла 40-градусная жара в течение недели где-то. А так 15-20 температура воды вон здесь, на этой реке, так как она протекает в густой лесистой местности и вся каменистая, быстрая и очень холодная. Ну сколько здесь градусов? Ну если залезть сюда ногами, ноги сведет. Градусов может быть 5-7, не больше. В принципе, такая же где-то температура, как и в холодильнике. И вот если есть такая река, то сделать холодильник, это надо только взять совковую лопату. Потому что раньше мы эти вещи делали вручную, все выкапывали с помощью вот рук. А с совковой лопатой это намного быстрее. Вон. Выкапываем на берегу вот такую ямку и закидываем вокруг этой ямки со стороны реки, чтобы ненароком, если вода вдруг резко прибудет, ведро не уплыло. Выкапываем на глубину ведра. Если это бак, выкапываем на глубину бака. Но надо учитывать то, что чем глубже будем выкапывать, края будут обваливаться.
и тем больше будет этот колодец, этот холодильник. Как бы надо тоже учитывать это все. Если большой бак, это примерно вот так вот выкопается. Ну, зато это будет большой холодильник. Если камнями обложить, она все равно будет рано или поздно держаться. Вон они камни. Вон крупные камни здесь держат пока. Так что я сильно заглубляться пока не буду. Пока у нас столько рыбы нету. Вон. Сюда холодная вода затекает. Отсюда она вытекает. Циркуляция идет. И температура здесь такая же, как и на речке. Малой речке. Здесь рыба уже не испортится. Тем более вот вокруг, как мы видим, кусты. Попадает только немножко вечернего солнца. И то я бывало кустами здесь накрывал. Все, в принципе, все готово. Закрываем плотненько крышку. И отпускаем нашу рыбу в наш импровизированный холодильник. Вот, как мы видим, ведро даже плавает. Ведро плавает, потому что оно не полное. Если было оно полное, то я, короче, переборщил немножко, перекопал. Ну, ничего страшного, повесим вот сюда вот повыше немножко. Вот как-то вот так вот. В принципе, можно ставить. Ничего с ним не будет. И уплыть оно не уплывет. Вот для надежности можно поставить еще камушек вот сюда вот сверху. Главное, чтобы никуда не перевесил. Так что нет, лучше не буду. Пусть оно плавает под своим весом. Вот. Все, оно никуда не денется. Рыба здесь больше половины. Там еще немного она осыпется, и будет оно нормально. Так оно и будет. Все. Дело сделано. Чем больше рыбы, тем больше придется рыть котлован. Как-то вот так. Вот так выходим мы из ситуации в жаркую погоду и сохраняем рыбу. Завтра у меня рабочий день. Завтра эту всю рыбу сегодняшнюю, вот это что поставил, сегодняшнюю вечернюю и завтрашнюю утреннюю, всю рыбу собираю и везу в деревню, в ледник. Там она точно сохранится. Ребята будут смотреть, если Костику не будет легче, то возможно они тоже сегодня или завтра выедут. Так они хотели, конечно, бы остаться подольше, но будем надеяться. Таблеток Костян попил, дали ему таблеток всяких там. Дай бог, чтобы все прошло. А так пока вон остались мы с Андрюхой вдвоем. Славка готовит пищу, Андрюха чистит рыбу, Костик болеет, ну а Коми рыбак ловит рыбу. Что мы сейчас и будем делать? Поехали. Посмотрим, что мы поймаем. Часика 2-3 до обеда, пожалуй, покидаем удочку. Спиннинг. Удочку не люблю. Даже пусть на нее я поймаю больше, не люблю я ловить на удочку. Все, погнали. Прямо отсюда и начнем. Так, ну что, пожалуй, отсюда и начнем. Вот вытекает лесная речка. Вытекает холодная вода. Я так думаю, рыба здесь с теплой воды идет в холодную. Может быть, даже, если повезет, поймаем хариуса. Потому что хариус по этой реке поднимается точно. Опа, есть поклевка, есть поклевка. Второй заброс и сразу же поклевка. Не знаю, кого мы тащим, но кого-то тащим. Это у нас вот такой вот окунь. Хариус здесь по этой реке поднимается. Так, пожалуй, немножко воды наберем сразу, чтобы немножко хотя бы они пожили подольше. Чистенькой воды сейчас возьмем. Вот так вот. Минут 10-15 проживут дольше, лучше сохраняться. Я говорю, не знаю только когда они поднимаются, может весной, может летом. Но
На этой реке Хариус есть 100%. И Хариус, в принципе, эту блесну может взять. Так что чисто теоретически Хариуса поймать здесь можно. Как-то здесь на устье этого ручья поймал 5 хариусов, но там, правда, я ловил, не помню, на малька вроде бы. На малька хариус хапал на удочку. На блесну что-то я не припомню. Может, если ловил, то немного. Также здесь поднимается косяками язь. Бывает окунь, щука плещется. Вот бывает на дамбе вот отдыхаешь. Сейчас вода еще немного большая, тем более она прибывает сегодня. И вчера начала прибывать. А так вот эта дамба до сюда. Получается сейчас еще вода большая. И по мелкой воде здесь мы раньше рыбачили. Сейчас обкидаем этот остров со всех сторон. Не выезжаю за пределы острова, потому что течением быстро. Ветер южный. Ветер-то может быть и не южный, ветер может северный, но по течению... Опа, опа, вот, опа, сход. Сход, не знаю, что было. Или окунь, или язь, что-то такое. Здесь река делает поворот, и северный ветер здесь херачит по течению. Не против, а по. Если мы сейчас с этого камыша оттолкнемся, нас очень и очень быстро вынесет на середину реки. И постоянно надо будет причаливать к берегу. Кидать якорь — это терять время опять же. Можно, конечно, было пробовать на удочку здесь. 100% окунь бы ловился, но на удочку не то пальто. Немножко неинтересно. Не знаю почему, но на блесну мне нравится больше. Вот еще чем хороша вот уралочка. Это тем, что можно, стоя на месте, передвигаться на 5-7 метров вперед. Лодка на месте, а ты закидываешь уже совершенно с другого места. Как-то вот так. И как бы мелочь, а приятно, если... О, был удар. Если кто-то все-таки надумает заказать такую уралочку у Максихода. Сейчас будет борода. Нет, нет, или там. То имейте в виду, что при заказе лодки или вездехода скидка будет 5000 рублей по промокоду Коми-Рыбак. Мелочь, а приятно. Не так же Максиход делает скидки при покупке, а не дает бесплатно, как думают некоторые. За все это удовольствие я выплачиваю со своего кармана. Это не обзор, это не реклама. Это такая же покупка. Все на свои кровные. Кому-то, может быть, что-то дают бесплатно на обзор. Кто-то, может быть, расхваливает. Смысла мне расхваливать эту лодку нет, так как я купил это за свои деньги. Так же, как и этот мотор. На мотор я вообще никакой скидки не получил. Малейший даже. Купил ровно за столько, за сколько покупает каждый, кто захочет. Наоборот, даже с процентами выплачиваю стоимость мотора, так как брал кредит. Так, ну чё, рыба здесь есть 100%, но что-то она не берет. Ладно, до первых поклевок, друзья. Опа, ушла. Видали, да? Брала щучка на килограмм примерно. Взяла уже здесь возле травы. Включил камеру. Потихонечку подвел к лодке. Но сачка подсачника у меня нет. Не взяли. Начал нагляк поднимать и
В общем, сошла она. Я думаю, вы успели. Камера, вернее, успела заснять. А вы посмотрели, как это было. Сильно не переживаю, не расстраиваюсь. Как-то ровно к этому отношусь. Я все равно получаю огромное удовольствие от всего процесса. Тем более, по большому счету, это у меня первая рыбалка по открытой воде. 7 июля. 6 вчера было. Ну, не считая то, что выезжал разик, где-то полведерочка поймал. Камеры с собой не было. Оп. А так, о, кто-то дернул. А так получается первая рыбалка. Если бы не ребята, я бы, наверное, так и сидел дома и работал, и работал. Молодцы, хоть приехали, вытащили меня на Печору. Опять палило, опять палило. Поменял вот такую, поставил приманку. Интересная, но не дает рыбачить. Полил дождь, а я парку оставил там. Опять кто-то скажет мне: все ты забываешь. Ну что теперь, так случилось. Вроде и прошла уже туча. Ладно, попробуем переждать. После дождя обычно бывало клюют щуки. Так что будем надеяться на нашу щуку. На нашу новую приманку. Менял уже. Все, прошло 3-4 блесны. Резинку поменял, личинку стрекозы. Стрекозу, кстати, у Сергея Башко, которую он делает своими руками, была поклевка, откусили ровно половину, заднюю часть. Потом поставил резинку от Lucky John. Поклевок не было. Ну вот, еще и запутали. Это глубинная блесна. Вертушечка такая интересная. Бывало, что ловился крупный окунь на глубине. Но это с белым лепестком, а та была с желтым. Вот которая с желтым, на которую я ловил, ее оборвали. Или зацепился, я не помню уже. И осталось у меня 2 штуки вот такие вот. Но они уже похуже ловят. Что-то не густо, не густо пока. Вся надежда на вечерний клев. Вот такой вот окунь клюнул на такую вот резинку. Ну, тоже не с первого раза, где-то менял всякие разные уже. Но это не факт, то, что из-за резины. Просто, наверное, попал в нужное место в нужное время. Ну, может быть, и из-за резины. Сегодня экспериментируем, ставим всякие разные приманки. Смотрим, на что лучше ловится. Так, ну вот у нас очередная поклевка полосатого. На этот раз поставил вот такой вот зелено-желто-оранжевую блесенку. Бывало, на нее тоже поклевывало неплохо. Вот где-то 7-8 заброс, и последовала поклевка наконец-то. О, опять. Или мы попали. Скорее всего, попали. Да, мы просто поменяли место. Скорее всего, попали на стайку окуней. И пошли поклевки. Окунь не крупный. Ну и не мелкий. Все, 2 поклевки подряд.
И пока все. Заехал вот такую заводюшку красивую. Раньше здесь неплохо ловили окуня с Ромкой. Пятый заброс, один окушок и то мелкий, блин. Что-то совсем плохо берет сегодня. Не знаю, это с чем связано. Скорее всего, из-за подъема воды, я так думаю. Вся надежда... Опа! На вечерний клев. Вот это уже что-то более интереснее. Вот это уже интереснее. Вот это уже красивое. Вот это хороший окушок. Взамен того, что отпустил. Ну вот. Не зря сюда заезжали. Все-таки один тюкнул. Опа, еще один. Такой же. Блин, и нас выносит на середину. Опа, опа, опа. А здесь, походу, стайка. Так, вроде остановились. Нормально. Так, дай бог, хотя бы штук пяток. Блесно-зеленая. Желто-зеленая, оранжевая такая вот. Сейчас покажу поближе. Ну, мне кажется, это дело не в блесне. Просто мы попали на стайку голодного окуня. Вот такая вот блесенка. Вся уже погрызанная щуками. Вот там вот они сейчас. Если все удачно будет, будет поклевка. Два окуня подряд. Что, 2 штуки и было, что ли? Походу, да. Рано радовались. Рано радовались. Если вы заметили, окунь не берет заглот. Еле-еле он догоняет, видать, тюкает. Когда активный клев, он прямо заглатывает до желудка тройник, а этот еле-еле. Душа в теле. Все. Ну и на этом спасибо. Еще один полосатик. Так, ну что, тучи прошли. Ребята тоже, смотрю, пошли кидать блесну. А посмотрим, что они там накидают. У меня потихонечку, но ловится. Вон и дёрочки потихонечку прибывает. А до вечера еще далеко. Вечерний клев впереди. Я так думаю, что-нибудь до вечерком мы еще половим. Ну, не просто выезжали. Уехали убрать рыбу в ледник, так называемый природный ледник. Ну и заодно, вон, сколько, штук 7-8 поймали уже. Десяток, наверное. Ну-ка, на резинку. Это щука. Это щука. На один крючок. Дойдет, не дойдет. Дошла. Молодец. Молодец. Хорошо. А могла сойти. Вообще еле-еле вот держится вот такая вот щучка. Знаменитый Lucky John. У меня осталось 1,5 резинки уже. Было 5 штук. Рыбы, я скажу вам, на эти 5 штук я поймал, ну,
Фляг 5 это как минимум. Вон, опять поклевка. Работает по окуню просто изумительно. Окунь, язь, как мы видим, берет и щука. Все, что есть. Хариус только не берет. Хариус почему-то резинку не любит. Так, поближе подъедем. Боковой ветер, хуже некуда, сносит. Вот, с одной стороны, как хорошо, что это иномарка. А прикиньте, да, был бы советский мотор, вихрь там или ветерок. У ветерка вообще заднего хода нету. А вихрь это подкачать, завести, прогазовать, включить скорость. Полбака бензина сожгешь пока. А тут завел, включил задний, подъехал куда надо, отъехал. Красота. Надо вечерком будет взять все-таки червей или черпануть мальков и достать, попробовать на удочку половить. А вдруг? Так. У нас еще один полосатик. Потихоньку, потихонечку наш улов растет. Что, нормально? Так, ну что, клев прекратился полностью. Я не знаю, набегает туча. Пошел-ка и я пообедать и отдохнуть до вечернего клева. Ребята, смотрю, уже подъехали, отдыхают. Вот мой улов. Дневной улов. Вот 2 щучки. Вот такие красавцы окуня. Нормально. Совместил, так называется, полезное с приятным. И рыбу в холодильник закинул природный. И рыбки немножко еще свеженькие половил. Все. Встречаемся вечером. Дай бог, чтобы был вечерний клев. И мы еще потаскаем. Да, Печора? Спасибо тебе за рыбку. Пока хватит. Поехали отдыхать.